Мгм. Если что, здесь получается. Мгм. Мгм. Добрый день, уважаемые родители. Мы рады вас приветствовать в нашем консультационном часе на тему «Мотивация подростков в школе» или «Почему дети не хотят учиться и что с этим делать?». Организовано в рамках работы Республиканского консультационного центра Института развития образования, Республиканского института развития образования. Мгм. Меня зовут Будни Анна Александровна, я являюсь методистом Республиканского консультационного центра. И сегодня с нами в гостях будет Кирьянова Любовь Валерьевна, психолог регионального центра развития социальных технологий города Ставкара. Любовь Валерьевна будет отвечать на все ваши вопросы, которые вы будете задавать в прямом эфире, прямо в чате. Любовь Валерьевна, передаю слово вам. Спасибо большое. Итак, начнем, уважаемые коллеги, уважаемые родители. Тема нашего сегодняшнего консультационного часа – мотивация подростков в школе или почему дети не хотят учиться и что с этим делать. Чтобы это было удобно и чтобы не было голословно, сегодня я вот с такой презентацией, подсказкой для вас, подсказкой и для меня. И я буду вам очень-очень благодарна, повторюсь, да, о том, что звучало ранее. Если у вас возникнут вопросы, я постараюсь и надеюсь, что на них отвечу. Так, как говорил Гагарин, мы поехали. Да? Так, напоминаю вам, уважаемые родители, уважаемые коллеги, уважаемые специалисты, да, и просто те, кому интересен этот возраст подростков или кто работает с подростками. Подростковый возраст – это время перестройки всего организма. Ребенок ищет не только себя в обществе, не только познает нормы поведения, общения, да, его интересуют не только социальные проблемы и ценности, но они еще и пытаются быть взрослыми, они начинают испытывать такое чувство взрослости. Для них интересно уже не мама с папой, да, не бабушка с дедушкой, а для них уже интересны вот эти сверстники, команды, группы сверстников, там, где я могу занять свою нишу, узнать, чего я стою в этом мире, чего я достоин в этом мире, да, что я могу, что мне можно, что нельзя. И чаще всего именно подростковый возраст считается всеми психологами и педагогами мира самый такой бунтарский возраст. Большинство детей начинают не учиться. Зачем не учиться? И большинство наших родителей, когда они приходят на консультацию вместе со своим ребенком, да, особенно подросткового возраста, спрашиваешь, а зачем ваш ребенок учится? Вы можете объяснить, да? И родители сидят и молчат. Ну, чтобы у него потом была хорошая работа, чтобы он был потом обеспечен, чтобы у него потом, это будет потом, когда-то, через год, через 2, через 3, 4, а сейчас, здесь, сегодня и сейчас. Для чего учится ребенок? Если мы не можем объяснить своему ребенку, тогда чего мы от него хотим? Мы хотим, чтобы он учился, а зачем? Прежде всего нам, дорогие родители, да, уважаемые специалисты, нужно ответить для себя. Зачем учится наш ребенок? Зачем у него должен быть сформирован этот интерес к учебе? Особенно в наше время, да, когда очень много нужно узнавать, скажем так, самому. А зачем это узнавать самому, если мы открыли интернет и все там есть? Это раньше были учебники, библиотеки, и раньше и преподавали немножко по-другому, да. А сейчас времена поменялись, да, и сейчас детей называют цифровыми детьми, цифровое поколение, потому что все это легко можно найти в интернете, нажав кнопочку. Поэтому у детей нет интереса к учебе. Зачем? Нажму кнопочку, узнаю, как строится дом. Нажму кнопочку, узнаю специалиста. Идем дальше. Итак, почему подростки не хотят учиться? Выведено очень-очень много причин, связанных с тем, что не хотят учиться. Прежде всего, это же, конечно, бунт. Зачем? Я не вижу смысла. Да? Во-вторых, скука. На уроках очень скучно. Либо, как я разговаривала в последней консультации, ну а что, нам включили фильм, посмотрите, потом задали вопросы. Эти фильмы меня не интересуют. А эти вопросы, ну, мне неинтересно на них отвечать, я это уже знаю, да. Второе чувство взрослости, то, что мы уже сказали с вами. Я взрослый, зачем мне учиться? Я и так много чего знаю, много еще умею. Потому что в наше время очень мало семей,
где, я не говорю, что это какая-то ошибка, катастрофа, просто на сегодняшний день есть мало семей, где дети что-то умеют делать, где детям дают какое-то чувство свободы, скажем, ответственности. Вот ты принял решение, ты его принял сам, это твое решение, и я с тобой согласна. Если будут какие-то последствия, ты за него отвечаешь. Я же большой, ребенок думает, я принял решение. Мама с папой сказали, я за него отвечаю. Зачем мне школа? Если я могу быть на сегодняшний день, чувство взрослости у них еще заключается в том, что я же могу быть блогером, они всегда за нее получают деньги, большие деньги в интернете зарабатывают. Это мое решение. Родители согласились, мне школа не нужна, я буду зарабатывать деньги в интернете. А правильный это путь, неправильный путь, дети об этом не думают. Им надо попробовать, пощупать. И они же взрослые. Запугивание. Запугивание на сегодняшний день больше всего относится, наверное, к 9, 10, 11 классам. Да? Либо дается какая-то тема, например, теме. Учитель рассказывает новую тему, и ученики не хотят его слушать. И учитель что будет чаще всего говорить, особенно в 9 классе, да, в 10, 11? Это вы сдаете на ЕГЭ, это вам нужно, обязательно это учим. И каждый день, из конца в конец, да, это тебе нужно на ЕГЭ, это тебе там нужно на ОГЭ, это тебе нужно при поступлении. И дети начинают пугаться, у них появляется какой-то страх, у них появляется тревожность, и с каждым разом она все растет, растет, растет. И я уже не хочу учиться, я уже не хочу сдавать экзаменов, я уже не хочу поступать, я ничего не хочу, я боюсь. Неблагоприятные отношения в семье. Если в семье все хорошо, мир, любовь, комфорт, то ребенку комфортно, он знает, зачем он учится, для чего он учится, он знает, что его там любят, верят, надеются, ждут, его поддержат. Но если в семье развод, либо постоянные скандалы, либо вот в связи с нашими такими сейчас глобальными, скажем так, заболеваниями, наверное, опять неправильно назову это слово пандемия, да, не туда сделаю ударение, многих людей сократили, многие потеряли работу, многие потеряли смысл жизни. Что будет в семье? Какой будет родитель? Когда подорожал бензин, там, подорожал хлеб, молоко. Они, конечно, домой приходят так, как я обычно говорю, присказка не очень корректная, чик-чик, гав-гав, да, они взъерошенный ребенок, ему и так плохо. В школе требуют, дома что-то требуют, на улице друзья, товарищи требуют. Я зачем буду учиться? У мамы 3 высших образования, она все равно получает копейки. Смысла не вижу. Папа, может, без образования ремонтирует машину, но приносит домой 1000. Либо, как последний вариант, сказал, скажем так, близкий родственник ребенок подросткового возраста, ну, таксист зарабатывает 70 000, и мне не нужно никакого образования. Просто научиться водить машину. Неблагоприятные отношения в семье. Это тоже влияет на то, что зачем учиться, я смысла не вижу. Чрезмерная строгость и отсутствие похвалы. Так, мама с папой закончили школу с красным дипломом, да, пошли в институт с красным дипломом, и ты должен. Какая похвала? Это твоя обязанность учиться. И учиться только на 5. А понимает, не понимает ребенок, да, хочет, не хочет, интересно, нет. Только 5. Только английский, только бассейн. За что тебя хвалить? Я не вижу смысла. Меня постоянно контролируют. И ни разу не похвалили. У меня опять падает самооценка, у меня опять что-то в голове перемыкает подростковый возраст, бунт, да, особенно да, такой большой гормональный бунт. Мы же растем не только умственно, мы же еще растем биологически. Я не вижу смысла опять учиться, да. Неуспеваемость. Если ребенок запустил даже в случае своей болезни, в случае пропуска одного урока какую-то тему, ему это не объяснили, либо он недопонял какой-то элементарный элемент, да, либо мама с папой дома объяснили эту тему по-своему, а в школе же они сейчас объясняются немножко по-другому. Не так решаются примеры, не так решаются задачки, не так отвечается даже на простой вопрос, скажем так, да, темперамент, пройти тест, написать эссе, какой у тебя темперамент. Ну, не то слово написал, не написал ты эссе. Я не успел, все. Зачем учиться? Особенно учительница сказала, ну что с него брать?
с двойки на тройку перекатывается. Я учиться не буду. С меня даже учителя говорят. И неуспеваемость, я остановлюсь на этом моменте, потому что напоминаю, да, родителям каждый раз на любой консультации, на любом родительском собрании. А в детском саду для ребенка в большинстве случаев, да, идеал воспитатель и родители, скажем так, родители и воспитатель. Мария Ивановна сказала носочки, вот так повесить, мама сказала кофточку одеть, я это сделаю. Когда ребенок идет в школу, в первом классе, я же большой, я же школу закончил. Ой, садик закончил, я же большой, я иду в школу, там новые друзья, новая учительница. И там вот этим богом, идеалом становится учительница. Независимо от того, что она сказала, как посмотрела, ту нишу, которую ребенок займет, ту роль, которую будет выполнять с 1 по 4 класс, либо он будет лидером, либо он будет каким-то лидером ведущих каких-то мероприятиях, да, либо он будет изгоем, к нему лучше не обращаться, он двоечник, а про него мне вообще не говорите, да. И ребенок на этой позиции останется в старших классах. И если он с 1 по 4 класс что-то не успел, не усвоил, что-то потерял, либо у него не было времени, либо что-то еще он там ездил по своим соревнованиям, скажем так, да, зарабатывал медали, зарабатывал какие-то кубки, но неуспеваемость осталась, он был троечник. И он когда перешел в старшие классы, с ним не нагоняют это, и он дальше по жизни идет троечником. А зачем? У меня очень хорошо получается танцевать, хорошо получается там сражаться, не знаю, играть там на мячах. А школа зачем? Я и так заработаю деньги опять. Я не хочу учиться. Перегруженность. Были проведены исследования, я даже здесь оставила в презентации, что 59% школьников испытывают дефицит времени на любимые занятия, да? Потому что наши дети заняты. У них в старший класс подростковый до 3 до 4 уроки, потом у кого-то репетиторы, потом у кого-то музыка, потом у кого-то там чуть ли не с 5 утра, пардон, да, спасибо большое, что мне киваете, да, у кого-то с 5-6 бассейн, там лыжи, у них все расписано каждый день. И чаще всего единственный выходной ребенка остается суббота, но все родители дома, все родственники дома. И мы с папой и с мамой идем куда-то, либо по магазинам, либо, если это зима, лыжная прогулка, либо что-то еще. А ребенок сидит и говорит, а я хочу порисовать, а я хочу фильм посмотреть, музыку послушать, ну можно? Нет у тебя. А если еще есть долги, а если строгость в семье? Нет, мой дорогой, сперва мы делаем это. А нету слова потом, когда ты займешься любимым делом. Мы делаем, и все. Все разговоры уходят в сторону. Поэтому, опять же, смысл. Зачем? Гиперактивность. На сегодняшний день, да, синдром гиперактивности ставят только врачи, но есть детки, которые очень шустрые, которые бойкие, да. А учиться это же подразумевает на сегодняшний день. Это, конечно, было во все времена, но особенно дети, которые учатся там в лицее, в гимназиях, либо в школе с каким-то уклоном, да, это же нужно постоянно сидеть за учебником, учиться. А он гиперактивный, он не может учиться. Он не может сидеть, он может учиться, он умный, он интеллектуально все быстро схватывает, он может быть даже одаренный, но он сидеть не может, ему нужно двигаться, шевелиться. Он не устраивает учителей, он не устраивает одноклассников, родителей. Зачем? Возникают дома скандалы, и ребенок не понимает причины, зачем ему учиться. Да? Отсутствие интереса. Это самый главный вопрос. А зачем я учусь? Объясните мне, пожалуйста, товарищи родители. Объясните мне, товарищи учителя, а зачем я учусь здесь, сегодня и сейчас. Я научился считать, в магазине сдачи могу посчитать, но на сегодняшний день у нас есть сотовые, которые делают расчеты, не надо считать денег. Сколько стоит хлеб? Я знаю, но то, что он в другом магазине стоит дешевле, зачем мне это нужно? Объясните. Поэтому у нас нет интереса для того, чтобы учиться, получать новые знания. Конфликты с учителями, да, на сегодняшний день есть такой вариант, что либо учителю не так ответил, либо учителю не понравился, но существуют конфликты с учителями. И если у меня с этим предметником конфликт, он не постоянно ставит двойки, я считаю, что он ко мне придирается, я выполнять домашку не буду. Зачем?
все равно будет двойка. Низкий авторитет учителя. Когда мы приходим в начальное звено, в старшее звено, появляется, я объясню на примере, наверное, классного руководителя, появляется классный руководитель. Мама с папой говорят, она вроде представилась таким миллион красивым, да, вроде таким интересным, да, мне нравится. Но вот этот первый всплеск, он всегда проходит. Вот эта радость постепенно, на одном слове, на одном движении она как-то уходит. И со временем вот оценка этого учителя падает. И учитель становится неважен для ребенка. Либо, может быть, неосознанно сделал больно ребенку. И тогда ребенок этого учителя не будет воспринимать. Отсюда низкий авторитет учителя. Что будет пытаться этот учитель донести этому ребенку, если он все равно его будет не слышать, не слушать? Отношения с одноклассниками. Опять же, на сегодняшний день что-то у меня идет такая тавтология, мы повторяемся. Если раньше у нас было в годы бурной молодости, мы ходили в походы, да, мы там вместе где-то играли, мы вместе встречались, у нас были какие-то, путевки, не путевки, ездили в лагеря в большинстве случаев, дружили чуть ли не квартирами, домами, да, чуть ли не весь класс живет в этом доме, в этом районе, то на сегодняшний день такого нету. 1-2 друг. А когда еще мама с папой из этого садика переводят совсем в другую школу, не находящуюся в этом районе, и ребенок не идет не со своей группой, дай бог, чтобы у него к 8 классу появился хотя бы 1 друг-одноклассник. А с другими либо я мирно сосуществую, либо у меня идут какие-то притирки, и они могут идти всю нашу учебную жизнь. Поэтому здесь очень много зависит и от родителей, чего они хотят. Хотят, чтобы дети дружили, чтобы дети могли вместе идти по жизни. И от классного руководителя. Я просто провела родительское собрание в сентябре, и когда там у нас школа заканчивалась в мае, я отчиталась, что я провела. А собирала ли родители? Собирала бы класс. Зачем? У меня много причин, у меня очень большая нагрузка. Я ничего не говорю против учителей, они умнички, они золотцы. На них действительно такая нагрузка капитальная на сегодняшний день. И ведение там классных часов, и какая-то документация, и еще что-то. И дети на сегодняшний день, скажем так, в большинстве случаев трудные, да, со своими особенностями, со своими характерами какими-то. Но вот этот кусок командообразования в классе мы потеряли. У нас не дружат не то, что дети, у нас не дружат даже родители. На итоговом родительском собрании или как на вечере встречаешься и говоришь: а вы чья мама? И потом говоришь: как жалко, что мы раньше с вами не познакомились. То есть на сегодняшний день есть такой интересный, любопытный кусок нашей жизни. И став перед трудностями, я, наверное, уже вперед сказала: а зачем я буду учиться, если потом нужно поступать, а папа с мамой хотят, чтобы я поступила в другой город, там не будет папы и мамы, как один медалист, золотой медалист, он поступил в 3 или в 4, скажем так, университета высший, 11 класс закончил и выбрал наш СГУ. И когда мы его спрашиваем, и профессии это действительно хорошие и интересные профессии, спортсмен, активист, мы спрашиваем: а почему не поехал в Питер, почему не поехал в Москву? И он говорит: а маму? Это же жить в общежитии, это же нужно готовить, это же надо убираться, стираться. Нет, я лучше буду дома, возле родителей. Страх перед трудностями. Мы не научили своих детей, как говорил Макаренко, трудиться. Мы привыкли за них все делать. 3 года когда ребенок в самости, да, семицветие, вот у него вот таких признаков, да, что у него начался кризис 3 лет. Он говорит: я сам, мама с папой, бабушка, дедушка опаздывают на работу, потом сам я быстро-быстро тебя одену, быстро застегну, быстро накормлю, быстро все сделаю. Потом, когда это будет, потом неизвестно. Когда он идет в школу, ему нужно самому собраться в школу, собрать тетрадки, одеться, сделать уроки. Так не успеваешь, я сама быстро все сделала. И в итоге, когда подростковый возраст: а зачем я буду делать? У меня есть мама с папой, бабушка с дедушкой, которые все это сделают. И чтобы мне что-то сделать, мне это страшно, я это не умею, я это не знаю. Идем дальше, уважаемые. Что я разговорилась, мне кажется, так много.
Это причины, которые связаны с желанием учиться. Их может быть большое количество. У каждого ребенка оно разное, прежде чем идти вперед. Но вам, как самым умным, внимательным, наблюдательным, нужно найти хотя бы одну-две причины и с этой причиной работать, искать источники, да, почему он не хочет. Хотя говорят, что почему неправильный вопрос в российской педагогике, психологии у китайцев, японцев это самый главный вопрос. 5. Почему мы находим источник, находим причину, почему наши дети не хотят учиться. И потом с этой причиной начинаем работать. Но она может быть в вашем варианте оказаться совсем-совсем другая. Это вот такие общие, скажем так, причины, мотивы их нежелания учиться. Итак, что же такое мотивация обучения? Это процессы, методы и средства побуждения учащихся к продуктивной учебной деятельности. То есть это то, что говорит учитель, то, чем может учитель заинтересовать ребенка. Я еще раз повторюсь, на сегодняшний день на наших учителей лежит большой пласт, наверное, документации в первую очередь. Да? Потом поменялось время, эпоха. Поменялись даже родительские, скажем так, установки. Раньше мы шли в школу, и нам родители говорили в годы моей бурной молодости, скажем так, да, учитель, Бог, его нужно слушаться. Что сказал учитель, делаем. Мы с ним не спорим, мы его не обсуждаем. Мы просто делаем то, что сказал учитель. Сказали так написать букву А, мы так пишем. На сегодняшний день не понравился учитель. Одна, вторая мама подошла, а вот ты знаешь, она что-то не так делает. А можно было сделать так. И мы пошли к директору жаловаться. Что видит ребенок? Мама с папой пожаловались, учителя поменяли, другой, может, мне теперь уже не нравится, я могу пожаловаться. То есть вот такой бесконечность. Я не вижу мотива обучения, я не вижу смысла обучаться, потому что кому-то что-то не нравится. И как говорит вот один из авторов, сегодня я нашла такую интересную, специально искала, если бы в школах объясняли по-другому, то и заинтересовать удавалось бы большое количество учеников. Да? И он предлагает такой пример, быстро прочитывая. Знаете игру «Арканоид»? Я, наверное, счастливая женщина, я ни одной компьютерной игры не знаю, кроме одного мультика, где там что-то рисуют. Но с этим мы работаем, да, потому что это страх, это какие-то потери, что-то такое. Но вот здесь есть игра «Арканоид». И автор объясняет, что у нее есть шарик, он летает по полю, разбивает все на своем пути. И кажется, что такое легко сделать на компьютере, но есть проблема. Компьютер не умеет перемещать предметы по диагонали. У него такой команды нет. И чтобы шарик знал, как летать по диагонали, компьютер должен знать угол падения, посчитать из этого угла синус, косинус, все, что нужно преподавателю на уроке. Да? И он говорит, сегодня мы как раз узнаем, что это такое. То есть учитель чуть-чуть заинтересовал детей, особенно детей нашего возраста, детей нашего века, информационного века, на основе того, что интересно им. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Да? Мне даже самой стало интересно, что это за арканоид, игра такая, как вспомнила, посмотрела, как вычислять синус, косинус. То есть мне самой стало интересный материал, и я стала искать, как это вспомнить, как это было в годы моей молодости, как это объясняли. Он мотивировал своих учеников. И ученики будут учиться. Но если учитель говорит, так, мы сегодня изучаем косинус, он вам нужен на ЕГЭ, повторяюсь, да, там на ОГЭ. Мы сегодня изучаем там историю средних веков, потому что кто-то из вас будет сдавать историю там в 9 классе, 10, в 11. Это вам нужно. Я буду это изучать. Я оставлю это на последний момент. Даже я, будущий со стажем, будущий с опытом, я оставлю это в последнюю ночь перед экзаменом. Потому что это когда будет экзамен. Но не здесь сегодня, что мне это надо. Надеюсь, что понятно объяснила. Итак, есть такой цикл мотивации. Раньше его объясняли, да, педагогам, психологам, да.
что если у ребенка, либо у любого человека есть какая-то потребность, даже то же самое, я хочу выпить чай, например, да, либо я хочу что-то нарисовать, либо я хочу что-то там сделать, да, построить, то надо приложить какие-то усилия. Иногда много психологических усилий, да, усилия. То есть мне нужно, если я хочу выпить чай, значит, мне нужно вспомнить, куда его наливать, эту воду, да, это уже действия идут, да, поставить чайник, зажечь. Я прилагаю какие-то действия, я делаю какие-то действия. То есть я не просто подумала, я хочу чай, и сижу, и жду, кто меня напоит и кто догадается, что я это хочу сделать, да. Я сделала действие, поставила этот чайник, либо достала эти краски, кисточки, бумагу, все себе на столе так хорошо уложила с клееночкой, там, с газетками, и рисую. Я получаю какое-то вознаграждение. В одном случае горячий чай, в другом случае картинка. Я, выпив чай, получила удовольствие. То, что я хочу, либо по-другому, я это хочу, я это могу, и я это делаю. Я получаю вознаграждение, удовлетворение. Я это получила. И у меня может возникнуть следующая потребность. Так в случае наших детей. Когда мы их хотим, чтобы они у нас учились, чтобы у них возникла эта мотивация обучения, мы видим, что у них есть какая-то потребность. Либо тот интерес, который они лучше всего выполняют, да? Либо то, к чему, как говорят, еще руки у них растут. Мальчик любит там заниматься столярным делом, не знаю, что-то пилит, строгает. У него потребность сделать какой-то предмет, там, если это мальчик, там оружие, лук. На сегодняшний день очень много детей на дачах, и вот они все ходят с этими... как нарисовать, с луками, да, как в старину, тренируются. Я обычно говорю, пусть тренируются, но сделать этот лук, его же нужно найти дерево, из которого этого делают. То есть мы с ребенком обсуждаем, мы разговариваем, из какого дерева, мы его информируем, обогащаем не только словарный запас, но его же интеллектуальный, скажем так, запас. Из какого дерева это будет лучше, дольше, как она будет гнуться, какая нужна там тетива, не знаю что, стрела из чего. Потом мы прилагаем действия, мы ищем это дерево, опять же нам нужен какой-то инструмент, информируем, опять же делаем какое-то действие. В итоге мы получаем вознаграждение. Вау, лук готов. А если все еще сделано правильно, то эта стрела у нас летит далеко-далеко и может, я сегодня на примерах таких дачных, улететь в огород к соседям. Слава богу, если она летит в капусту. Не в соседа, как я говорю обычно, да. И ребенок получает удовлетворение. Но пока он сделал эти шаги, у него прошел процесс мотивации, вот этот цикл мотивации. Он что-то узнал новое. И если его спросят, какое дерево лучше гнется, там, какое дерево лучше из него там, пилить или строгать, он четко и ясно вам скажет. А какие нужны будут инструменты, он четко и ясно вам скажет, потому что у него было удовлетворение, его потребность удовлетворилась. Он хотел получить этот лук, эту стрелу. Он мог это сделать, и он это сделал. У него вот этот круг завершился. У него был мотив, он выполнил. И он теперь может хотеть что-то другое и делать, потому что у него сформированы какие-то базовые навыки, скажем так. Я надеюсь, что я не очень так нудно, долго объясняю. Никто еще не спит. И жду ваших вопросов. Итак, все-таки мы пришли к самому интересному, да, методы мотивации к учебе. Что же нам сделать родителям, педагогам, специалистам, чтобы наши дети хотели учиться? Прежде всего, повторяюсь, дублируюсь, да, нужно узнать причину нежелания учиться. Мне не нравится коллектив, мне не нравится учитель, я что-то где-то пропустил в случае там болезни своего прогула, да, либо я не понимаю, зачем мне это нужно учиться. Второе. Родителям и учителям помочь подростку осознать ценность обучения. Да? Не через год, через 2 и через 10 лет. А зачем мне нужно учиться? Зачем нужно учиться подростку? Вот если бы я видела в чате сколько человек, я бы вас спросила, конечно, напишите мне, пожалуйста, зачем учиться подростку? Мы можем предложить такой вариант. Я забегу опять же вперед. Тебе же нужны деньги.
Ты же хочешь подзаработать, а берут на работу только обученную, либо в определенный возраст, 15 лет там трудовые отряды. Ты можешь идти, но это только летом. Ты пошел, заработал. На что ты хочешь эти деньги? Ты работал кем? Тебе нравится эта работа? Какую сумму ты заработал? Помимо того, что мы создаем мотивацию, что мне нужны деньги, я пошел работать, то же самое в школе, то же самое и с учебой, да? Тебе нужны будут деньги, чтобы себя накормить, напоить, одеть. Для этого нужно работать. Ты заработал деньги, мы обучаем его финансовой грамотности, насколько много ты можешь потратить, тебе ли хватит на то, что ты хочешь, и так далее, и так далее, и так далее. Мы ребенку каждый день, можно сказать, ежедневно помогаем осознать ценность обучения, для чего ты учишься. Ты же не просто играешь в компьютере, у тебя есть страничка, ты же ее создал. Мы можем даже иногда включить, как я обычно говорю, дурочку, а мне тоже нужна страничка, создай мне страничку. Он заодно научится и работать в сетях, он научится как-то сделать. Я вот эту тетю, я видела красивую картинку, я тоже такую же хочу картинку, помоги мне, пожалуйста. А как это сделать, я не знаю. Он обучается, у него со временем возникает какая-то мотивация, либо мотивация появляется, потому что мама, папа, я их очень сильно люблю. Я не только хочу еще с подростками, это возраст, когда, да, для меня важно мнение подростков той группы, в которой я нахожусь, но у меня где-то там еще есть родители, и если я их люблю, ценю и уважаю, я прислушиваюсь к их мнению, если они меня попросили, я постараюсь сделать для них. И когда родители меня еще похвалили, вау, я какой молодец, моя самооценка повышается, и я понимаю, для чего мне нужно учиться. Третий пункт. Покажите наглядные примеры людей, которые добились своих целей в жизни, и тех, кто смирился со своим невысоким положением. На сегодняшний день в сети очень хорошо ходит такой пример, да, если не ошибаюсь, про Моцарта, что сын принес маме, напоминаю вам, да, бумажку, документ, да, и спрашивает: мама, что там написал учитель? И мама говорит: они написали, что ты настолько умный, одаренный, что не могут тебя сами учить. Тебе придется обучаться дома. Хотя на самом деле, да, со временем он нашел эту бумажку, и там было написано, что ребенок настолько бездарен, что ему не надо учиться, сидеть дома. То есть очень-очень много зависит от родителей. Там мама помогла, там мама захотела. Также ходят примеры в сети, как богатые люди воспитывают своих детей. Мы показываем примеры. Если можем, мы для ребенка все-таки еще пример, авторитетный пример, мы показываем своим примером. Что и как. Вот я отработала, получила деньги. Мы можем получить на то-то, то-то, то-то. Я захотела, я отучилась, и какой плюс у меня от этого получился. Да? Четвертый пункт. Ваш ребенок увлекается чем-то. Покажите, как его увлечение связано со школьными предметами. Это, наверное, как притча уже у нас ходит, да, по республике, но она очень хорошо сработала и в моем личном плане. Ребенку нужно было учить английский язык, да, у него что-то плохо шло, но ему нравились английские песни, как пример объясняю, да, и вот мама, заметив, что он слушает вот эти английские песни, попросила перевести. Он не смог, соответственно, перевести. Тогда мама предложила: давай вместе со мной. И в процессе перевода одной песни, второй, третьей, четвертой у ребенка сформировался вот этот мотив изучать английский язык, узнать, что там идет. Сперва были песни, потом мультики, потом фильмы. В моем случае, опять же, с английским языком, да, почему-то английский язык актуален, да. У нас плохо шел английский язык. Я пришла и сказала: у меня отчеты на английском языке. Мы действительно ведем программу, она работает, скажем так, по всей республике Коми. Невероятные годы, может, кто-то знает. И там отчетность, есть несколько слов на английском языке. А так как я немка, я английский язык прочитать не могу, перевести, соответственно, не могу. Я сказала: сына, тут на английском языке, а вот еще пришло руководство, и мне надо его как-то провести и прочитать, перевести и еще обучить людей. А вот у меня ребенок уже 5 лет изучает английский язык, я самая счастливая женщина в мире.
потому что я знаю только одно слово – оранж. И больше ничего. 5 лет я учу вместе с ним английский язык, но он не переводит. Мы потихонечку начали переводить с разрешения, конечно, преподавателя и эту книгу. Хотя на самом деле, может быть, нужна, не нужна, но так получилось. Мы теперь и смотрим по-английски, и переводим все фильмы, и все остальное. То есть, если мы видим, что он увлекается, мы его связываем. Нравится играть на гитаре, связываем с учебой. Музыка, песни. Чтобы играть музыку, хорошо развивать память нужно. Хорошо надо знать вот эти ноты. Класс, гитара. А почему она так играет? И мы ищем, как связать с теми предметами, которые у ребенка западают. Поддерживайте увлечение ребенка в любой области. Чем бы ни интересовался ребенок подросткового возраста. Уважаемые родители, как бы нравилось вам, не нравилось, мы стараемся его поддержать. Да, я как мама могу сказать, я не понимаю этого. Я родилась не в то время, но я вижу, что тебе это нравится. Ты мне расскажи, ты мне объясни, ты меня хотя бы проинформируй. Ты мне расскажи так, чтобы мне это тоже нравилось, чтобы я сказала, вау, это так интересно, давай еще что-то. Потому что за счет этого увлечения у него появляется мотив. А если я еще буду его связывать с учебой, с его нынешней жизнью, делать такой крючок в будущее, у меня ребенок будет учиться. Еще один метод мотивации к учебе. Если ребенок ничем не увлекается и отказывается учиться, то попробуйте применить труд. Как говорил Макаренко, очень хорошо. Мы можем пойти уборщиками, мы можем пойти мыть подъезды, только туда берут только с образованием. Давай договариваться, давай договариваться. Вот этот труд ты сделал, тебе понравился, не понравился, вымыл полы, там, не знаю, почистил картошку, да? А в школе бы ты сделал это, как тебе? Или чего ты хочешь в жизни? Что ты хочешь на сегодняшний день? Просто сидеть и получать зарплату? Просто сидеть и чтобы тебе все делали? А что для этого нужно сделать? Еще один пункт. Дайте понять ребенку, что вы хотите ему помочь. Что бы ни случилось в вашей жизни, да? Как бы ни было тяжело, я могу тебе помочь. Я могу посидеть рядом с тобой, поддержать тебя, выслушать тебя. Если нужно, нанять репетитора. Да, это тяжело на сегодняшний день найти еще хорошего репетитора. Да? Я могу поговорить с учителем, только именно скажи, о чем я могу поговорить с твоим учителем, что именно мы хотим донести до твоих учителей. Да? Я могу записать тебя на интересующие курсы. Мы можем вместе поинтересоваться, если эти курсы. То есть я его поддерживаю, я показываю ему, что я хочу его помочь. Даже если он ничем не увлекается, я его завлекаю. А вот здесь было интересно, а тебе как? А ты не мог бы сходить со мной сам? А ты не мог бы мне помочь это найти? И как бы не придумал, скажем так, что бы не решил ваш ребенок, да, ваш подросток, да, и он сказал бы, как одна из мам буквально недели 2 назад сказала, да, а вот, Любовь Валерьевна, вы знаете, мода сейчас, да, мальчики и девочки красят волосы там в синий, в зеленый, мы только сегодня с коллегами обсуждали цвет. Я дала согласие. Это его выбор. Но я как мама, я всегда так говорю, да, я предупреждаю, какие бывают последствия от этого. Ну, раз покрасил, да, хорошо, второй, третий, а потом же может быть последствия, давай вместе найдем эти последствия. Меня, например, это волнует. Я хочу, чтобы мой ребенок всегда был с волосами, скажем так, да. Кто-то прокалывает уши. Ну, сегодня такое течение, да, подростков. Кто-то там кольца начинает. Да, и в годы 90-е, мы еще недавно вспоминали, был певец, который также одевал. Это увлечение. И есть вероятность того, что вот он это попробовал, он с этим походил, и у него прошло, у него появляется новое увлечение. А когда я ему говорю, нет, я против, он назло это сделает. Еще в доме будет конфликт. И, конечно же, уважаемые родители, уважаемые специалисты, всегда хвалите ребенка. И вместе с ним радуйтесь его успехам. Даже маленький успех,
это маленький шаг в направлении того, чтобы он учился, в направлении его будущего, в направлении его вот этой мотивации. И никогда, пожалуйста, не давите на подростка. Всегда его поддерживайте, потому что он может спилить, а это, еще раз напоминаю, гормональный подростковый возраст – это гормональный всплеск, это мы растем, у нас играют гормоны, и он может просто в один прекрасный момент выйти, хлопнуть дверью, и хорошо, если вернется. А если попадется какая-то компания, что-то предложит попробовать, что-то сделать. Мы можем сесть за стол переговоров, всегда с ним переговорить, всегда его выслушать, где-то поддержать, где-то сказать свое мнение и сказать: ты можешь со мной не согласиться, но это мое мнение, у тебя другое мнение. Пусть оно мне даже не нравится, но я с ним согласна, потому что тоже взрослый человек. И всегда помним о том, что мотивация – это долгий процесс. И он может продлиться от 2-3 дней. На одного ребенка нам нужно 2-3 дня его замотивировать, говорю, немножечко так заманипулировать. Он сделает, и он будет, и он поймет, что-то щелкнет у него, да. А у другого ребенка год. На сегодняшний день есть дети, которых нужно мотивировать к учебе 2 года. Но самое главное, чтобы рядом с ним был любящий родитель, поддерживающий родитель, слушающий родитель и слышащий родитель. Так, идем дальше. Мы еще успеваем, да? И для того, чтобы у ребенка все-таки как-то возникла эта мотивация, да, она была, как-то она появилась, да, для него важна самоорганизация. Потому что в школе учится наш ребенок, а не мы. Мы можем только настроить его на учебу, организовать ему вот это пространство, где-то поддержать, где-то помочь ему, создать вот эти благоприятные условия. И главное условие успешной учебы, как говорят специалисты, педагоги, психологи, это самоорганизация, способность подростка правильно организовать для себя учебный процесс, умение работать дома, в школе, без помощи взрослых. Очень хорошо самоорганизованы дети, которые ходят в спортивные секции. У них четко, ясно, по расписанию, вот все прописано. И они как-то неосознанно день за днем вовлекаются в вот эту самоорганизацию. Мне нужно 1, 2, 3, 4. У них есть план, у них есть распорядок дня. А те дети, которые предоставлены сами себе, либо так случилось в случае какого-то мероприятия, в случае какого-то ЧП, он уже не может посещать эту спортивную школу, да, им нужно помочь вот самоорганизоваться, да. И для формирования у подростка способностей к самоорганизации специалисты советуют сделать следующее. Научиться прежде всего грамотно распределять свое время. У тебя очень много времени. Да, я с тобой полностью согласна. Вот видишь, мой день расписан так. И я бы тебе порекомендовала, а может быть вместе с тобой, если ты не против, села бы, составила твое время, когда ты что сделаешь. Ты же хочешь выделить время на свое любимое дело. Давай его найдем. Вы можете прямо по расписанию по часам, можете нарисовать круг, это 24 часа, и с секторами выделить, да, значит, называется у кого-то круг времени, да, что он делает в это время, и повесить там, где удобно ему, как напоминаловка, как памятка, да. Выработать собственный режим дня, у каждого свой. Ты, можешь, ночью готовишься, ночью, извини, сплю, да, а днем там у тебя какие-то другие, без проблем. Но на сон у тебя должен быть определенный промежуток времени. У каждого свой собственный режим дня. Да, я полностью с этим согласна. Научиться ставить цели и задачи. Ты хочешь, я не знаю, там, что новые наушники, да, ты хочешь там новый iPhone. Это цель. Как мы ее будем добиваться? Сразу купить я тебе не могу. То есть мы ставим ему такое условие. Но есть ряд условий. Есть ряд задач, ты их выполняешь, получаешь новый iPhone, там, и получаешь новые наушники. Ну, то, что интересует ребенка. Договариваемся. Мы даже даже с подростком рекомендуется прописывать вот эти договора с подписью обоих сторон и с хранением экземпляров у обоих сторон. А вот выполняется это или надо напоминать, это уже, конечно, другой вопрос. Но главное научиться ставить цели. Эта цель маленькая сбылась, слава Богу.
молодец, умница, а вторая сбудется. Только нам немножко побольше надо времени. Либо ставим маленькие цели, чтобы они выполнялись там за неделю. И смотри, медленными и верными шагами ты идешь к тому, что ты хочешь. Как один подросток, девочка очень хотела какие-то крутые там коньки, ролики, и ей давали деньги на питание, и с родителями был заключен такой договор, да, что купить они не могут, есть еще маленький ребенок, но и питание как-то она будет, я буду копить деньги, не буду питаться в школе. Стоп, но это же желудок, это дополнительные, это как естественные следствия, да, логические такие следствия. Желудок, новая трата, новые таблетки и так далее, и врачи. Поэтому давай как-то выходить из этого положения. Сколько тебе нужно там на булочку с чаем? 50-60 рублей, мотают 100 тебе рублей. Остаток ты можешь копить, да. А где ты можешь еще деньги заработать? То есть цель. Она купила эти коньки, она получила эти ролики, но не сразу, там через месяц, да, а через какой-то промежуток времени, если не ошибаюсь, через полгода. Но была рада. У нее была цель, у нее были маленькие задачи, она их выполнила. Не откладывать школьные дела на последний момент. Да, потому что школьные дела – это не как у студента последняя ночь перед экзаменом. Их задают очень много на сегодняшний день. И мы сперва делаем, все прекрасно помним, трудные, а потом все слабее и слабее, в конце самые легкие. Поэтому мы ребенка приучаем сразу. Сначала мы делаем уроки с перерывами, а потом то-то, то-то. Сначала, потом. Это правило у нас такое, да? Сделать наглядный график крайнего срока сдачи работы. У каждой школы, у каждого преподавателя есть свой срок. Либо завтра утром, либо через неделю. И мы себе прописываем где-то. Это завтра, как планирование мы учим ребенка вот такому маленькому менеджменту, да, где-то планировали время, где-то встречи, где-то свои сдачи. Ставить напоминания в телефон, и ребенок научится управлять телефоном, и это будет как напоминание. Не пропускать уроки без уважительной причины – это тяжелый случай, потому что не все дети на сегодняшний день любят физкультуру. Большинство из них пропускают уроки. Ищем причину, почему, объясняем. Ищем пути соприкосновения, чтобы выйти из этой ситуации. Устанавливаем временные рамки между учебой и свободным временем. Да, есть свободное время, ты можешь заниматься чем ты хочешь. Но сколько оно, чтобы у тебя не страдала учеба? Планируем свободное время, не забываем, что он свободная личность, скажем так, да, что у него должно вырабатываться чувство ответственности, самостоятельности, чем ты хочешь знать. Я согласна, но я должна быть в курсе, если ты куда-то ушел или что-то, чтобы ты меня предупреждал. И никогда не оставляем дела незаконченными. Нравится, не нравится, это нужно закончить. Мы можем закончить с тобой вместе, я могу рядом с тобой посидеть, ты закончишь, поддержать тебя. Либо как? Третий вариант всегда предлагаем ребенку. Или так, первый вариант я могу предложить как взрослая. А третий, что предлагаешь ты? Или как? Записывать дневник своих достижений в школе не все подростки сейчас записывают на сегодняшний день, но тоже такая же галочка, помнишь? Ты не записал, я записала, я оставила себе, и лишний раз его похвалили. Попробовать себя в трудовой деятельности. Любому ребенку подросткового возраста нужна трудовая деятельность. Любому ребенку нужно попробовать. Пощупать, что это такое, с чем это едят, мое, не мое. А если за это еще и оплачивается, то это вообще класс. Поэтому мы эту возможность ему даем. Хотя бы неделю-две, хотя бы договариваемся с кем-то, но мы возможность даем, чтобы он знал, что это, с чем это едят и зачем ему нужно учиться. Ищем мотивацию для успешной учебы. То, о чем мы говорили ранее. Да, это тяжело, но это возможно, если рядом с ребенком будет знающий, понимающий, любящий его родитель. Я надеюсь, что все живы, осталось чуть-чуть. И советы родителям. Всегда выполняйте обещания, данные ребенку. Если я сказала, что я сегодня, придем вкусняшкам, так легче думается, наверное, куплю торт, но я его не купила. Либо пришла поздно с работы, либо забыла, или что-то такое. Я ребенку говорю, солнце мое ясно. Да, я забыла. Но я обязательно куплю завтра, потому что я сегодня обещала. И я завтра иду, покупаю. Забыла, не забыла, здесь уже не действует. Если я обещала в воскресенье с ним сходить там
театр, в кино, не знаю, да, сходить посмотреть эту игрушку, какая ему нравится, либо там где-то посмотреть, послушать или посмотреть этот фильм, который нравится нашим подросткам, мультики. Я договариваюсь, я оставляю этот промежуток времени на любимого ребенка, и я с ним смотрю. А потом уже в перемешках я могу проговорить с ним и затронуть тему учебы и мотивации, как умный родитель. А вот там он, а откуда он это знал? Он, наверное, учился. А вот это кто ему сказал? Ему, наверное, кто-то подсказал. Для этого нужно было что делать? Учиться. Нужно было прочитать книжки или посмотреть. Это тоже можешь так же. Я даю ему не то, что надежду, поддерживаю. Ты тоже можешь так же. Ты у меня умница. Придерживался намеченного плана. То есть, если ребенок поставил вот этот распорядок дня, я могу составить свой распорядок дня, могу совместно вместе с ним и выполняем вместе с ребенком, а не то, что я могу это не выполнять, я взрослый. Нет, если мы составили, мы выполняем вместе. Я обучаю его своим поведением, своим поступкам, своим действиям, что свои слова нужно держать. Дал слово, держи. Если я это не буду делать, какую учебу я буду требовать от ребенка? Что я от него буду хотеть? Он так скажет, ты же не выполняешь, ты же это не делаешь. Грамотно организовывать досуг. Да. Учеба учебой. Но когда он говорит, я просто хочу поваляться на диване, я могу дать поваляться на диване. Но не каждый день по 40 минут просто поваляться на диване. Должны быть еще какие-то движения. Учеба – это мы сидим постоянно, либо лежим, либо там в какой-то позе. Мне нужно, чтобы позвоночник работал, чтобы у него было движение, чтобы была двигательная активность. Поэтому сегодня мы полежали, а завтра мы куда-то что-то идем. Ну ты же отдыхаешь, досуг, и тебе нравится. И хранить вечно на своих местах. Потому что за счет того, что я храню вещи на тех местах, которые знает подросток, у него вырабатывается определенный алгоритм, где что лежит. У него формируется вот этот распорядок, именно здесь это находится, и оно не будет завтра находиться в совсем другом месте. И в то же время он приучается к какому-то порядку, что это должно быть так. Это должна быть вот такая пунктуальность. Это должен быть, повторяюсь, алгоритм. Вот они лежат здесь, там тапки, носки, ты разделся, снял, положил туда-то. И это должно быть всегда в одном и том же месте, а не то, что сегодня в ванную кинули, а завтра в какой-то ящик кинули. Потом за такое исполнение. Но то, что пришло в голову. Это комфорт для ребенка. Если мы хотим у него что-то развить, что-то сформировать, что-то воспитать. И последний слайд, если я не ошибаюсь, уважаемые родители, специалисты, решение конкретной задачи, то, к чему мы идем, да, родители, специалисты, учителя, психологи, педагоги. Если ребенок, он не может и не хочет, я не хочу ехать на дачу, я не могу там, не знаю, полоть эту грядку, выкорчевывать, да, я его четко инструктирую, да, прежде объясняю, зачем это нужно, и четко ты приедешь на дачу. Ты сперва сделаешь что-то, то-то, потом то-то, то-то. Полят так-то, так-то. Корчуют там то ли так-то, так-то. Пилят, ты включаешь там в розетку, либо берешь пилу и пилишь. Я его инструктирую прямо по маленьким шагам. Если ребенок хочет, но не может, я хочу создать там презентацию, я хочу создать какой-то ролик, но не может, да. Главное, чтобы это умел родитель, либо был какой-то специалист, кто поможет ему. Тогда наставничество. Я тоже не могу, тогда мы ищем дополнительные курсы. Либо я это могу, садись вместе со мной, ты будешь делать, я буду тебе говорить. Либо я это сделала, ты на своем компьютере делаешь. Может, но не хочет. Не могу, но не хочу, я не вижу смысла. Тогда я его мотивирую, объясняю причины, зачем это нужно здесь, сегодня и сейчас. Физика тебе нужна, потому что мама будет машину. Если что-то там случится, ты, по крайней мере, знать, что там у мамы случилось с этой машиной, последствия всего этого, для чего этот двигатель так работает, от чего он работает. Вот самое простое, самое, как я говорю, самое абсурдное привожу. Но чтобы у него вот эту сформировать, чтобы у него появился хоть маленький кусочек мотивации, зачем ему это нужно.
может и хочет. Если я могу, там, какой же пример привести, с учебой или не с учебой, да? Даже самое простое, да? Я могу сварить макароны, да? Это же тоже нужно уметь, это тоже можно привлечь к учебе, да? При какой температуре вода закипит, в какой момент кидать эти макароны, в какой момент вынимать, и почему именно в этот момент вынимать, да? Может и хочет. Очень хорошо сегодня на ужин будут макароны. Ты их варишь, ты их там жаришь, и все. Я ему эти полномочия отдаю. Он отвечать у меня в доме будет за какие-то, скажем так, варку макарон, там, за работу пылесоса, за работу компьютера. Я делегирую полномочия. Потому что он же уже взрослый, он уже подросток. У него должны быть свои обязанности. У него должны быть какие-то дела в квартире. Должны быть... Как объяснить? Красиво объяснить. В течение 5 минут сейчас объясню. Когда психологи проводят тренинги, есть такое понятие, да, семья – это похоже на человека. У человека что есть? Голова, она думает, она принимает какие-то решения. В вашей семье кто принимает решения, кто думает? Обычно взрослый, обычно родитель. Но когда появляется подросток, даже приходит человек подросток. Он предлагает какие-то решения, вы это обдумываете, решаете, нужно нам, не нужно, будем делать, не будем делать. В семье, если она видит человечка, есть руки, руки что-то делают. Мама с папой в семье делают то-то, то-то. Что может делать ребенок, что может делать подросток? Мы ребенку объясняем, особенно подростку. Ты можешь мыть посуду, ты можешь пылесосить, можешь заправлять постель, и я тебе эти полномочия делегирую. Ты можешь, у тебя есть руки. В семье есть ноги, если это человек. Ноги стоят твердо на земле. Мы стоим твердо на земле, потому что у нас есть квартира, машина, есть работа, есть заработная плата, там есть то-то, то-то, то-то. Ты твердо стоишь на земле. У тебя есть одно, второе, третье. И ноги двигаются вперед. Ты ребенок. Мы поддерживаем тебя. Куда ты хочешь идти? Мы пойдем, вся семья пойдет с тобой. В спорт мы будем вместе бегать. В музыкалку мы будем вместе ходить, учить песни, там, петь, танцевать, да? Двигаются чаще всего ноги за ребенком. Есть душа, сердце. Чаще всего у кого болит, у мамы, там, у папы. Она волнуется, переживает за себя. И я так объясняю, что такое семья, с чему едят и зачем нужна эта мотивация. Ты можешь, но не хочешь, поэтому мы тебе помогаем. Ты можешь научиться что-то делать, ты можешь куда-то сходить ногами, попробовать я буду рядом сделать, но это уже будет мотивация. Надеюсь, что я вам объяснила этот кусок. Детям очень нравится, когда объясняют, что семья, еще все вы рисуете, объясняете, и сразу появляется какая-то мотивация. Я в этой семье не только ребенок, и вроде бы и не взрослый, потому что я подросток, я ребенок, или большой, маленький, да, а я еще какие-то роли выполняю, у меня какие-то еще обязанности есть, я для чего-то в этой семье знаю, и для чего-то мне нужна учеба, для чего-то нужны мои знания, не только мне, они нужны моей семье. А самое главное, родителю объяснить, зачем это нужно, не только ему, но и окружающим, маленькому социуму, в котором он живет. Итак, уважаемые коллеги, я вас задержала на целых 58 минут, скажем так. У кого-то, может быть, появились вопросы, уважаемые? А то я вещаю одна. Жду ваши вопросы. Надеюсь, что было интересно, надеюсь, что было познавательно, что-то вспомнили свое, что-то узнали новое, где-то соотнесли со своими знаниями, умениями, навыками. Уважаемые, но если вопросов нет, мы тогда заканчиваем, да? Было все-таки приятно с вами общаться. Надеюсь на дальнейшие встречи. Надеюсь, что все, повторяюсь, да, все доступно и все было актуально для вас. Спасибо большое за внимание. До свидания. До новых встреч.